Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Почему? Потому что, чтобы знать, куда идти, нужно знать, кто ты, что пережил, через что прошел. Не было ли вам скучно на уроке истории? Не хотелось ли вам выйти, поиграть в телефон, приставку, вместо того, чтобы сидеть и слушать нудный урок? Кыргызской республике 25 лет. 25 лет наша страна независимо строит свою собственную историю. За эти 25 лет было 2 революции, поменялось свыше 25 премьер-министров. Манасу исполнилось 1000 лет, городу Ош 3000 и много чего другого. Но как же мы ко всему этому пришли? Почему мы называемся Кыргызской республикой? И что происходило ранее? На все эти вопросы должен ответить предмет «История». В каждой школе есть этот предмет. Интересно ли вам на этом уроке? Хочется ли вам приходить и слушать ваших учителей? Данный видеокурс направлен на то, чтобы максимально понятно и интересно объяснить вам основные события, происходившие в течение всей 2000-летней истории кыргызского народа. Напрашивается вопрос: почему 2000-летняя история? Давайте попробуем с вами сейчас в простой форме понять азы становления кыргызской государственности. Первое упоминание о кыргызах было аж 2200 лет назад, в 201 году до нашей эры. Иными словами, в 201 году до нашей эры мир первый раз узнал о существовании народа кыргыз. Стало же известным нам это из китайских источников, написанных тогда китайским летописцем Сымадзяном. На западе от нас есть народ Гяньгунь. Высокие, желтобородые, голубоглазые и татуированные. Это наши предки. Так назвали нас китайцы в те времена. В 201 году до нашей эры нас покорили гунны во главе с Моде Шаньюем, который нагонял страх на весь Китай. Великую китайскую стену построили как раз таки защищаясь от него. Это был целеустремленный, кровожадный и жестокий лидер, который ради короны убил отца. То есть с нашествием Моде мир впервые узнал о кыргызах.